этап, которым был дан государственный переворот, который часть населения не приняла. Поэтому говорить о том, что Россия будет открывать второй после Украинского фронта здесь, но я как бы не согласился с этой формулировкой. Там у России фронта нет вообще. Россия пытается на Украине каким-то образом примирить противоборствующие стороны и самое главное, сделать так, чтобы все, что сегодня происходит, перешло в мирное русло, чтобы были учтены чаяния и позиция огромного количества людей, которые исчисляются миллионами, даже не сотнями тысяч, которые хотят иметь, так сказать, русский язык как основной язык, которые не хотят принимать националистов, ну и так далее, многие. Чтобы это в мирном, во-первых, это было все решалось в мирном русле, и самое главное, что не нарушалась целостность Украины. Если, конечно, смогут власти Украины добиться этого. То, что касается Центральноазиатского региона, тут действительно мы отслеживаем ситуацию по Афганистану, мы видим, что там увеличится количество группировок, вооруженных группировок. Мы не исключаем, что эти группировки через какое-то время могут попытаться там осуществить проникновение на территорию государств, членов ОДКБ Центральноазиатского региона. Мы не исключаем, что после боевой стажировки члены экстремистской организации, которые выходцы из наших государств, могут вернуться и попытаться здесь с оружием в руках решать политические задачи. Мы для этого и находимся на этих должностях, чтобы планировать и, самое главное, прогнозировать развитие обстановки. Поэтому для локализации подобного рода явлений и проблем не только в Центральноазиатском регионе, но и в России, и на Кавказе, и в Восточноевропейском регионе, и создается потенциал ОДКБ. У нас он достаточно внушительный. У нас есть двухсторонние группировки, у нас есть коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона, это 11 батальонов, которые хорошо подготовлены. У нас есть коллективные силы оперативного реагирования, это уже 22 тысячи военнослужащих элитных формирований вооруженных сил и формирований сил специального назначения. То есть это спецназ разных ведомств. И при необходимости, при угрозе суверенитета, территориальной целостности наших государств, они, конечно, будут задействованы по решению Совета коллективной безопасности. Мало того, у нас есть и миротворческие силы. На случай, если возникает какая-то кризисная ситуация, надо будет развести противоборствующие стороны. И, кстати, вы представляете Кыргызстан, могу сказать, что год назад мы под флагом руководства Кыргызстана провели прекрасное учение с миротворческими силами под Бишкеком. И еще раз подтвердили готовность миротворческих сил к проведению операций. Причем именно готовность к проведению коллективных операций совместными усилиями. Так что у нас потенциал есть. Но я говорю только о силовом потенциале. Могу сказать, что у нас уже есть политический потенциал. У нас есть правоохранительный потенциал. И все это ориентировано на обеспечение стабильности наших стран.